Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Здравствуйте, сегодня 6 декабря 2021 года, понедельник, 20 часов по Берлину и 22 часа по Джохару. Рад вас приветствовать, друзья, на канале Реалити. Я вас всех приветствую, Довиле, Неуловимый Джо, Ури, Хамзат Гилаев и все остальные, и леди. Всех салам алейкум ассалам. Маш Доваль, опять в это время у меня начинаются проблемы с интернетом. Вот опять мы зависаем, кажется, да? Но у меня, по-моему, зависаем. И весь день интернет работает как положено, а вечером происходят какие-то странные вещи. Что же это может быть? Может, наверное, террористы из учреждения НКВД, ВЧК, КГБ, ФСБ, ФСК и так далее не хотят знать правду, не хотят слышать правду, но им придется ее выслушать. К большому их сожалению. Машу или Асланта, леди Машу, йоль, ночи, нова алейкум ассалам. Йоль, гутен абанд, говорит мистер Икс. Гутен абанд. Мойн, как говорят в Гамбурге. Так. Джо, так. Адам Леон, правильное решение, на час раньше выйдете в эфир. Так. Рад, что кому-то это понравилось. Так. У нас снова израильтянин, ну или же пока не пишет на иврите. Салам алейкум, брат. Шалам алейкум. Дорогой, чуть подвисает стрим. Ну вот, это беда. Это у нас... Ну, подвисает, да? Ну что поделаешь. Будем работать как можем. Если бы они нам не мешали бы, я бы посчитал, что мы занимаемся недостаточно хорошо. Между прочим, после вчерашнего нашего стрима эти змеи свой яд начали выплескивать. Начали приходить на сайт, на канал и там всячески выплескивать яд. Они... Когда наступаешь им на хвост, задеваешь им нерв, они начинают шипеть. Так что вчерашний стрим на чеченском языке тоже, видимо, попал куда следует. Все там, одна Маруся возмущалась, чеченоговорящая, я так понимаю, раз поняла, о чем речь. Ну, и я бы говорила, что она чеченоговорящая. Что типа выявляем, я так выявляю, наоборот, я говорю, не выявляйтесь, там сидите, там где-то координируете, еще что-то делаете. Хотя нам прятаться и стыдиться нечего. Мы ничего не воруем, мы никому не лжем, мы никому не делаем плохого. Мы говорим правду, а правдой надо гордиться. Поэтому прятаться не надо, прятаться нам нечего, некого прятаться. Не тот уровень, чтобы мы их боялись и прятались еще. Они этим страхом нашим живут. Так что не бойтесь, все отлично. Да, Алмула. Так, Аслан Лорс, ва алейкум ассалам, Аслан. Машуоль, ваш. США, Америка, ассалам алейкум, Массарга, ва алейкум ассалам. Машуоль. Так, сегодня я бы хотел поговорить снова о взрывах. Я вам сегодня новое, не убегайте. Я вам сегодня новое расскажу кое-что. Все-таки можно, если копать, много чего накопать. В конце, когда уже дело будет к суду, я буду уже минимум только лишь по открытым источникам владеть информацией не хуже, чем некоторые. Хотя, конечно же, есть люди, которые владеют больше, чем я, информацией. Это один из них Михаил Трепашкин, с которым я бы поговорил, но я боюсь, он не согласится. Он такой матерый гибнюк, патриот,
И я из-за этого у меня к нему на самом деле есть какое-то уважение к этому. Бывший гибнюк он сейчас адвокат, и хоть он и враг чеченского народа, он, я так понимаю, против чеченцев много воевал, ну там терроризм, мироризм, нас всех так обозвали. Но враг есть такой, которого достоин уважения. И один из них Михаил Трепашкин. Несмотря на много смертей, убийств, которые вокруг происходят, этот человек свою работу делает. Он разочаровался в этих гибнюках, но при всем при этом он остается патриотом своей страны, и это нельзя не уважать. Вот, несмотря ни на что. И если бы он согласился бы, я его постараюсь найти в Фейсбуке и написать ему, если бы он согласился, я бы с ним поговорил на эти темы. Он очень много полезного и интересного рассказал бы. Но сегодня я расскажу не менее полезно. Я так составил кое-какую подборку видео, которая будет интересна. И есть некоторые факты, которые я раньше вскользь, который слышал от Трепашкина, который вскользь упоминал. Сегодня я чуть-чуть больше акцентирую на это внимание, хотя это опять же будет тот же самый Трепашкин. Ну и, конечно, я вам постараюсь показать сегодня Валерию Ильиничну Новодворскую, которая тоже очень, очень хорошо высказалась по поводу вот этих взрывов и трусливого российского, русского общества. Вот эти русские герои, которых нам постоянно рассказывают, показывают, вот они почему-то, когда возникает такая ситуация, почему-то трусливо прячутся. Ладно, поехали. Адам Леон. Асан, говори, пожалуйста, что ты против преступной власти, а против народа ничего не имеешь. Тем более у тебя есть друзья русские, а то некоторые думают, что ты русофоб. Ну, смотри, русофоб, давай с конца начнем. Русофоб – это боящийся, фобии, это боязнь. У меня нет никакой боязни. И, конечно же, у меня нету не то, что боязни, даже неприязни в целом к русскому народу, этническому русскому народу. Но у меня есть презрение как к дохлой скотине, к политическим русским, имперцам, то есть, которые считают, что они великие и все им должны, что должны говорить на их языке, что это великая победа, великая русская береза, великий русский человек и так далее, и так далее. И тем самым мне, если бы я жил бы где-нибудь в Африке или жил бы где-нибудь там в Китае, мне бы, наверное, это меня вообще не касалось бы. Но как человек, который отец пережил геноцид, дед пережил геноцид, прадед пережил геноцид, я сам свидетель геноцида, то у меня есть все основания испытывать те чувства, которые когда-то говорил русский граф Толстой. Чеченцы о ненависти никто не говорил, пишет он у себя в Хаджимурате. Речь шла о чувстве самосохранения чеченцев. Такое отвращение, как к паукам, змеям, там, другим, чтобы сохранить свою жизнь, ты должен от них отделиться. Вот что я испытываю. Конечно, у меня есть друзья русские, которые понимают, что я имею в виду, и принимают ту долю ответственности, хотя на них нет этой ответственности. Они никогда не сделали ни одного выстрела в сторону чеченцев, никогда не желали даже смерти. Некоторые из них, наверное, по крайней мере. Я никогда этого не слышал, никогда жил среди них, и мне много русских помогало, именно из-за того, что они виноваты были, да, ну, что их народ был виноват. Поэтому, конечно же, нет и не может быть в принципе у меня к русским, просто даже из чувства благодарности, с которыми людьми дружу я много-много лет уже. Со мной жили, выросли русские, да, в одном дворе в нашем Джахаре, тогда еще Грозном. Поэтому, конечно же, я не русофоб, и даже не имперцофоб. К имперцам, к русским имперцам, которых большинство
И вот эта зараза имперская, которая у них есть, она уже засыпала, но ее разбудили с новой силой. К большому сожалению, такие вещи приводят к большим трагедиям. Сейчас это привело к трагедии нашего народа, страшной, колоссальной трагедии. Пятидневной войне Грузии, оккупацию территории части Грузии, 15 тысяч уже убитых украинцев и еще масса больших проблем, в том числе коронавирус, уже миллионы людей погибло, да, и сейчас просто еще человечество не осознало. Многие придут к этому, я в этом не сомневаюсь, придут к этому и будет четко поставлен диагноз этим преступникам и убийцам. Поэтому, конечно же, у меня нет никакой неприязни или фобии, ненависти ни к одному народу, ни к карачаевцам, ни к русским, ни к кому-либо. Так, поэтому вот такие вот дела. Так, Иса Амиде, ва алейкум ассалам. Так, Леча Дадаш, ва алейкум ассалам, Леча, Шая Верга Машу, Алексей, здравия вам, люди, Алексей Климов. Дякую, Алексей Климов. Так, давайте я вам расскажу, сперва я покажу новости того времени, да, новости на РТР, Вести. Сейчас мы буквально несколько минут, я вам хочу начало показать, что события Чебан-Махи-Карамахи, ну и, конечно, небезызвестный Зданович, преступник, который заслуживает тюремной камеры. Так, давайте настрою звук. Поехали. Сегодня утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен 9-этажный жилой дом номер 6 по Каширскому шоссе. По данным на этот час, по меньшей мере 45 человек погибли. В Дагестане федеральные войска продолжают боевую операцию против боевиков в Буйнакском и Новолакском районах. Сегодня подразделения внутренних войск завершают проверку сел Карамахи и Чебан-Махи, отвоеванных накануне у террористов. Вот, Чебан-Махи и Карамахи отвоеваны у террористов, как они говорят, и теперь уже как бы вроде бы можно заходить. Но там была такая хитрость, да. Шамиль Басаев понимал, что его заманивают, и что это ловушка. Он прекрасно это понимал. Человек был опытный, очень все прекрасно понимал. Но не выполнить свою спасательную операцию, которая была на него возложена дагестанцами, с которыми он заключил договор, да, Конгресс народов Чечни и Дагестана, по-моему, так называлась эта организация. Он должен был выполнить свой долг. Он понимал, что война, русские опять придут. Он видел все не хуже нас, находился внутри, в гуще событий, и человек опытный. И он понимал это. И дагестанцы, аварцы, в частности, попросили из дагестанских горных населенных пунктов Чебан-Махи и Карамахи, попросили помощи у чеченцев. Шамиль Басаев на тот момент или сложил в себя полномочия, или уже не являлся на тот момент никаким официальным лицом Чеченской Республики. И как доброволец вместе с Хаттабом пошел. И, как рассказывает потом Шамиль Басаев, их задача была просто пробить коридор и вывести оттуда женщин, детей и стариков. Те люди, которые принимали вместе с Шамилем Басаевым участие в этой спасательной операции, рассказывали, что они, когда в горах очень тяжелая, очень почва каменистая, и очень много было потерь от камней, которые снаряды разрываются, и не осколки, а именно камни попадали в люди. Тоже были немного были потери от этого. И в городе воевать намного удобнее, чем на открытом, не лесистой какой-нибудь горе, лысой горе какой-нибудь.
И на тех съемках, которые мы видели на кадрах, там, ну, лесистой местности практически нигде нет, да, они окапывались на голой горе. И, видимо, русские рассчитывали, что чеченцы пойдут дальше, потому что русские чуть отступили, им дали чуть-чуть по щам, они отступили, и в этот момент был расчет, что, ну, может быть, он и в Махачкалу пойдет, или там Хасавюрт пойдет, или еще куда-то пойдет. Но Басаев, несмотря на недовольство даже своих солдат, своих добровольцев, с которыми он был, он дал приказ, и они развернулись. И после того, как произошло вот это событие, чеченцы не пошли дальше, операция, можно сказать, проваливалась. Операция российских спецслужб по дискредитации молодого чеченского государства, которое только что вышло из первой русско-чеченской войны победителем и пыталась как-то отстроиться, как-то навести порядок. И в этот момент задействуют, понимая, что Басаев не пошел в Махачкалу и далее, русские задействуют, русские из учреждения ФСБ задействуют план Б. План Б, как я много раз повторял, был прост до безобразия. Чисто по ГБшному, по-чекистски, простой и прямолинейный. Нужно просто как можно больше убить своих людей. Ну что для этого нужно сделать? Для того, чтобы все русские зашевелились, да, нужно, чтобы коснулось, чтобы понимали, что это касается каждого. А каждый имеет дом, каждый имеет кровать и каждый ночью спит. И вот если происходят взрывы домов, психологически это коснется каждого. И деваться просто некуда. Каждый человек должен принять участие. И потом, я вам и в других своих эфирах рассказывал, и Путин, и Ельцин в своем обращении. Не забываем, что тогда банда, ельциновская семья, и Березовский там рядом, и все остальные, вот эти мерзавцы и подонки, эти все люди находятся рядом с Ельциным, и Ельцин тоже в курсе всего этого. И Ельцин, и Путин призывают народ помочь, что это народная война, что это нападение на народ. Вот как нужно было. И именно в первой войне народ не поддерживал эту войну. Матери и мы вели очень гуманно себя по отношению, очень гуманно. В истории человечества войн, истории войн, никогда не было того гуманизма, который проявляли в первую русско-чеченскую войну чеченцы. Матери приезжали на фронт, забирали, причем командир вышестоящий мог не знать, когда нижестоящий командир мог отдать сына ребенка. Какой ребенок? Оккупант, убийца. Мог отдать матери. А командир мог договориться там с русскими, чтобы обменять там на кого-то, на трупы, там, на этих, на третьих. И в этот момент уже нет. И такие ситуации возникали. Это вплоть, я не знаю, по закону военного времени такой человек там чуть ли не до расстрела может подойти, да? Считай, отпустил пленного, ну это можно сравнить разве что с предательством. Хотя, конечно же, это никакое не предательство, а акт гуманизма с чеченской стороны. И русские все прекрасно понимали. Русские просто свое недовольство всегда внутри себя держат. Они не высказывают это как, или не производят каких-то действий. Да? Просто зашуганный, такой испуганный народ русский, вот если так коротко сказать. И, конечно же, был задействован, потому что не получилось начать войну из-за этого похода спасательной операции Шамиля Басаева, нужно было задействовать план Б. План Б, как я сказал, был просто безобразие. Это начать взрывать, убивать своих граждан и свалить это на чеченцев. Так много раз делалось в истории
именно и России, и КГБ, так делали и некоторые другие страны, в том числе, не только Россия. И, ну, Россия это такой излюбленный метод, да, и вот война в Украине, к слову сказать, да, которая над Донбассом был сбит Боинг MH17, как известно, 300 человек, 298 человек погибло на этом борту. По всей вероятности, это были такие рязанские учения 2.0, потому что именно вот, что сбили пассажирский авиалайнер, и мы нападем, и может быть вот под этим соусом хотели напасть. Но ошиблись и сбили не тот лайнер. Не свой русский лайнер сбили, не свой самолет сбили, а сбили малазийский, иностранный. И операция провалилась. Точно такой же провал был и в Рязани. Но останавливаться уже было нельзя, и продолжили то, что продолжили. И вот первый дом был взорван в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Первый дом был взорван в Буйнакске, погибло 64 человека. Второй взрыв произошел 9 сентября на улице Гурьянова, погибло 109 человек. Потом 13 сентября прогремел взрыв на Каширском шоссе в Москве, второй взрыв в Москве, 118 человек. Затем 16 сентября взорван жилой дом в Волгодонске. И 22 сентября были задержаны, были обнаружены мешки 22 сентября, 20 в доме, в подвала дома в Рязани, на улице Новоселов, 14/16, где обнаружили 3 мешка со взрывчаткой и детонатор, поставленный на 5 утра где-то. На второй день по горячим следам быстро по телефону вычислили, точнее, террористов. Террористы оказались сотрудниками ФСБ, 2 мужчин и 1 женщина, которые на угнанной машине проводили якобы учения. И в этот же день, 23 сентября, Патрушев сказал, что это были учения, никакой это не террористический акт, и взрывчатки не было, это был сахар. Путин в тот же день сказал, что будем мочить в сортире, и началась массированная бомбардировка города Джохара и его окрестностей. Так вот, возвращаясь к нашим новостям, напоминаю еще раз, что Буйнакский дом был взорван для того, чтобы связать эти взрывы с Басаевым, спасательной операцией Басаева в Дагестан. Этот взрыв я называю цепочкой. 2 дома в Москве я называю резонанс. Для резонанса были взорваны эти 2 дома, чтобы как можно больше привлечь внимание журналистов и общественности. 4-й дом взорванный в Волгодонске. Это я называю страх. Это в Волгодонске, в 70 километрах от города Волгодонска, находится самая большая атомная электростанция, самая близкая с атомной электростанцией к Европе. Это страх для запугивания некоторых товарищей на Западе. И 5-й дом должен был быть взорван в Рязани. В Рязани, как известно, самое большое количество военных училищ, разных военно-воздушных образовательных учреждений, казарм, воинских частей и так далее. И я это называю мотиватором. Они должны были быть мотивированы, вот эти бандиты должны были быть мотивированы, чтобы убивать чеченцев. Хотя в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ, об этом стало всем известно. Несмотря на это, мотиватор сработал, и эти ублюдки не пошли на Кремль, а пошли воевать против чеченцев.
Но сегодня я вам расскажу, что должен был быть еще один взрыв в Москве, третий взрыв в Москве. И были задержаны сотрудники ФСБ. Об этом нам рассказывает Трепашкин. Информации об этом очень мало. Я сегодня вам тоже об этом покажу, расскажу. Но третий дом резонансный, как можно больше, видимо, чтобы два дома, видимо, недостаточно было. Но тоже были задержаны люди. И так как это находилось в Москве, видимо, быстро смогли замять, чтобы ничего не всплыло, никуда не ушло. Что не произошло в Рязани? В чем было дело? Если бы в Рязани сразу бы ФСБшники были бы задержаны на месте, как только вот взрывчатки они закладывают, да, в этот момент, если бы задержали ФСБшников, то моментально бы отреагировали бы. Моментально позвонили в Москву, ФСБ, Патрушев позвонил бы, сказал не трогать, отпустить и так далее. И отпустили бы. Но в Рязани произошло чуть-чуть по-другому. В Рязани почти сутки террористы спрятались и жили там на своей конспиративной квартире в той же Рязани. И благодаря этому времени местное МВД возбудило дело по факту терроризм, по статье терроризм. И уже деваться было некуда, и уже Рушайло, тогда министр внутренних дел фашистской России, был вынужден сообщить, что вот было такое вот дело. И после этого, конечно же, Патрушев заявил, что это были учения, и никакого сахара не было, никакой взрывчатки не было. Вот я вам сейчас еще раз покажу те же новости, покажу вам небезызвестного Здановича, и потом я вам расскажу покажу вам человека, которого обвиняли они тогда в этом преступлении, легендарного генерала Шамиля Басаева. Оперативная группа ФСБ заявляет о прямой связи сегодняшнего взрыва с обстановкой на Северном Кавказе. Это напрямую связано, естественно, с действиями, которые происходят в Дагестане. Вчера было объявлено, что наши войска, в общем-то, серьезный перелом наступил, и наши войска уже заняли многие населенные пункты. Поэтому это скоординированные акции, и я не могу это отрицать. И, к сожалению, на сегодняшний день вот те жертвы, которые здесь случились, они подтверждением, что... Видите, он говорит, я не могу отрицать. Он не говорит, я могу утверждать, он не говорит. Я не могу это отрицать, он говорит. Конечно же, ты не можешь отрицать, потому что ты одна из частиц вот этого сатанистского плана по убийству своих граждан. Что это спланированная акция в продолжение той, которая была в Печатниках. Спасибо. Так. Теперь мы перейдем к другому видео. Сейчас я вам покажу легендарного Шамиля Басаева, который отвечает на вопрос азербайджанского канала о взрывах жилых домов. Давайте внимательно послушаем, и потом я немножко прокомментирую. Немаловажную роль сыграли еще и взрывы в Москве, зданий, домов, жилых домов, когда начали взрываться в Москве жилые дома и во многих населенных пунктах. И самое главное, как вовремя. Да, и я бы хотел узнать еще ваше мнение по этому поводу. То есть до сих пор они, хотя говорят, что здесь и чеченцы взрывали, до сих пор нет ни одного фактора, где не было представлено ни одного фактора, когда бы не поймали конкретно никого, кто бы взрывал эти дома. Я лично удивлен тем, что русские до сих пор, не нашли там чеченцев. Потому что по современной методике пыток, которые русские применяют в концлагерях, в первую очередь против чеченцев, по этой методике пыток давно пару тысяч чеченцев признались, что они совершили эти взрывы. И также, я думаю, даже признались бы, что они в свое время убили даже Александра Македонского. Здесь очень резонно, да, замечает Шамиль Басаев, что он удивлен, почему же все-таки не нашли чеченцев. А дело в том, как я полагаю, не нашли чеченцев именно из-за того, что в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ.
И дело о взрыве вот, Рязанские учения, и в чем обвиняет Басаева, вот эти взрывы засекречены на 75 лет. Фашистской России. Мне тут сейчас человек пишет, что это власть фашистская, а не Россия фашистская. Ваша власть состоит из этих фашистов. И все, что делается от имени. Да, вот в этой Германии, в которой я живу, были люди, которые выступали против Гитлера, которых казнили, расстреливали, отправляли в концлагеря. Но они жили в нацистской Германии тогда. Вот сейчас Россия фашистская. Ну вот без исключения. И вот взрывы после этого, после Рязанских учений, кстати говоря, они прекратились. Вот именно поэтому не нашли чеченцев. Потому что обязательно, если есть человек, которого нужно осудить, да, показать где-то там, то обязательно этот человек, ну если он не виноват, то там будут слабые места. А слишком много было ляпов в этом деле, что ФСБ просто закрыли и все. И все, кто касался, тех уничтожали. Касался этого дела, тех уничтожали. Вот именно поэтому не нашли чеченцев, я так полагаю. Я удивляюсь, почему до сих пор еще никто не признался. Вот все эти вот конкретно взрывы домов, Салман Радуев, он брал все эти взрывы, любые взрывы, которые происходили, он брал ответственность за эти взрывы на себя. Каково ваше отношение вот конкретно к Салману Радуеву? Я очень удивлен, что именно сейчас, когда Салман находится в плену, что сейчас он не признался в этом, потому что русские могут его заставить против его воли даже, потому что сегодня они ухищренные методы пыток применяют, и в частности. Именно Шамиль не знал, что дело засекречено. Именно поэтому и Салман Радуев тоже не взял на себя, потому что все это было уже засекречено. Накачивают наркотиками пленных. Да и вообще за пленных не считают сегодня. Вообще полное бесправие. Это беспредел сильнейший идет. И практически кто хотя бы на неделю попадает к ним в руки, уже выходит оттуда полностью калекой. Поэтому очень удивительно, что они до сих пор не нашли, как говорится, чеченского следа в этом. Но с другой стороны, очень хорошую идею они нам подали. То есть у нас практически была проблема именно со взрывчатыми веществами. Именно хорошие идеи, как сделать взрывчатку, подали. А так, тот же гексоген или любой вид взрывчатки, как сделать сегодня в интернете, только ленивый не найдет, везде все есть. А для нас тем более особых проблем нету, чем возиться с минеральным удобрением. Нам лучше по республике, у нас море боеприпасов, есть даже многотонные бомбы, которые просто их вытащить, оттуда выплывет тротил. Это очень просто. Тем более сейчас у русских бомбы кончились, и они с самолетов бросают это веревки, которые предназначены для разминирования минных полей. Там чистый пластик полностью. У нас тоннами это есть, короче, у нас проблем для этого нету. Потом еще насчет этого чеченского следа по этим взрывам я сказал бы, в ту войну мы такого не делали. Хотя геноцид был сильнейший, трудности были, это не делали. В эту войну тоже сейчас это не делаем. Спрашивают, зачем нам войны и нету, тогда практически мы только в Дагестан вошли, пришли, и то нормально, никаких проблем не было, мы победителями ушли оба раза. Зачем нам это взрывать? Просто элементарный вопрос. Выгоды-то нету. Если сегодня мы это взорвали, еще можно понять, там сейчас много, они здесь разрушили, много людей убили, трудности, ожесточенность, там можно сейчас это еще так понять, так сказать, но тогда зачем? И тем более русские всю жизнь на крови своих граждан, используя свой народ как быдло, они всегда на них выезжают, и от того, что там пару домов взорвать и сотню другую человек убить, именно гражданских, простых людей, кто от этого выиграет и какой нам от этого
нам, именно чеченским муджахидам, которые и в ту войну, и в эту войну защищали тех же русских, простых мирных граждан и здесь Чечни, и там России, нам, которых этих же солдат отдавали их матерям сотнями в ту войну и в эту войну, зачем нам эти взрывы делать? Так, очень резонно заметил Шамиль Басаев, когда говорил, что зачем нам это делать? Зачем, если Шамиль Басаев и другие наши командиры любую свою диверсионную акцию делали открыто, брали на себя, и нет смысла совершать какой-то акт и открещиваться от него. Если вы его совершаете для того, чтобы сказать, что вот мы есть, мы такая сила. Но если вы от этого отказываетесь, то зачем? И он абсолютно резонно говорит именно в самом начале своего этого интервью, что очень удобное время это произошло. А сейчас в конце он это добавляет и говорит, мы же это должны были, если по логике, делать это сейчас, когда вы уже геноцид нам тут творите. Мы же сейчас этого не делаем. А тогда, когда мы независимы, когда мы просим весь мир признать нас, русские войска ушли с нашей территории, то мы просто, это просто выстрелить себе не просто в ногу, да, это себе в висок выстрелить. Это глупо так делать, никакого резона в этом не было, никакой выгоды. Но и оставим тот период времени, посмотрим, что сейчас происходит. Кто выиграл? Мы, чеченский народ, обвиненный в этом. Шамиль Басаев, остальные, другие, третьи, Радуев, Масхадов, всех объявили террористами. Чеченский народ объявили террористом. Уничтожили треть населения, 30% от числа наших граждан. А те, кто являлись зачинщиками этой войны, которые проводили якобы учения, эти люди стали поголовно миллиардерами. Они сейчас своим детям передают власть, и они стали уже открытыми, полновластными хозяевами России. Ну вот, смотрите, кто был бенефициаром, и все, и будет ясно, даже если не смотреть все остальное, просто видно, озолотились. Путин говорит, когда ему задает американский журналист вопрос, вас там убийцей назвал, там Байден и так далее. Он говорит, я это делал ради русских, России и русского народа. Так вот, русский народ нищенствует. Любое государство, сверхдержава, великая держава, как некоторые любят себя именовать, она заключается не в том, что ты можешь взорвать своих граждан, и они не пискнут. Это не великая нация, это рабы, это хуже рабов. Раб возмутился бы, если их женщин, детей взорвали бы. Раб возмутился бы. А эти не возмущаются. Величие страны определяется, как ты относишься к тем, кем мы станем, к своим старикам, и тем, кем мы были, к своим детям, да, младшему, и к инвалидам, самому слабому, незащищенному слою своего народа. Как к ним относятся? Вот в этом заключается величие. Вот в этом сила. У нас, у чеченцев, нету ни детдомов, ни детских домов, ни домов престарелых. Мы великие. Вот я могу сказать, наш народ великий. Потому что у нас нету ни беспризорников, ни домов престарелых. Да, у нас сироты после этих двух страшных войн, конечно, очень много сирот у нас осталось. И у нас был детдом в Грозном в советское время. Там было очень много и русских, и некоторых, и чеченцев. Бывали случаи, но это было советское нововведение. А у нас, у чеченцев, мы заберем, и дядя заберет, и тетя заберет, и никто не отдает своих детей. И также относится к старикам. Хотя эта война очень сильно испортила нам, запачкала нас эта война. Это страшно, геноцид, который мы пережили. Но ничего, мы из этого выберемся. На то мы и чеченцы, чтобы выбираться из самых сложных ситуаций. За это нас и уважали во всем мире, что не сдавались и выбирались, когда другие уже ассимилировались и исчезали, поднимали лапки и так далее.
а мы продолжали. Из-за этого нас уважали, в том числе и народы СССР, и в мире. Вот сегодня я буквально смотрел, что в честь Джохара Дудаева в Турции там назван парк. В Европе, в странах Балтии есть, в Украине есть, во Львове есть, в многих местах есть. И будет еще. Это благодаря тому, что Россия очень сильно противодействует нам. Мы не можем, нас не могут до конца везде признать и отдать должное тому мужеству тех воинов, того народа, который сражался. Ну, давайте вернемся, как говорится, к нашим ГБшным баранам из учреждения. Давайте послушаем бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина. Знаем, вы в ваших расследованиях выдвинули версию о причастности к этим взрывам российских спецслужб. Сегодня вы можете подтвердить, что есть такая возможность? Да, эта версия, она по-прежнему остается. Более того, она усиливается. Я после уже освобождения, а провел я в заключении 4 года, 1 месяц и 8 дней в особо строгих условиях содержания. После освобождения получил еще ряд материалов, которые все же подтверждают именно мою версию. К сожалению, мне не удалось приступить к более активному расследованию, поскольку есть препятствия всяческие. И еще, к сожалению, те свидетели, которые могли подтвердить мою версию, начинают умирать. В частности, в этом году умер следователь Чайка Михаил Иванович, который... Следователь, который занимался делом, Чайка, Михаил Чайка, умер, говорит Трепашкин. Это очень важные вещи, которые не стали таким достоянием большой публичной общественности, но при всем при этом совпадение, да, и возникают препоны в этом деле. Следователь погибает. А Трепашкин, который представляет сторону там потерпевших, одну из девушек, у которой мама погибла, но потом еще, по-моему, к нему добавились люди, которые пытались это расследовать. Трепашкин 4 года и 1 месяц и 8 дней, как он говорит, провел за то, что ему подкинули пистолет. В тюрьме провел, имеется в виду, в тюрьме. Он занимался, его посадили. Который не один раз мне говорил, как чинились препятствия. Ну, а что касается меня, мне конкретно выдали ультиматум, когда я начал расследовать и вышел на некоторых лиц, связанных с ФСБ Российской Федерации, причастных к этому подрыву. Мне сказали так: уйди, иначе тебя посадят. Я считал, что убийца должны быть привлечены к ответственности. Поэтому я не ушел из этого дела. Но закончилось тем, что меня посадили. Михаил, а каковы конкретные свидетельства того, что российские спецслужбы могли быть причастны к этим взрывам? Не могли бы вы в 2 словах пояснить, на чем вы обосновываете такие версии? Ну, один из доводов — это рязанские события, где были задержаны конкретно сотрудники. Второй момент: я когда начал работать по этому делу в качестве представителя потерпевших сестер Морозовых, я узнал человека, который, робот, которого был опубликован, и которого я знал точно как агента ФСБ Российской Федерации. Речь идет о Романовиче. Неком Романович, это был агент ФСБ, который тесно сотрудничал с ФСБ. И его фоторобот, помните, я вам показывал, сейчас я вернусь к этому видео, сейчас 1 минутку, сейчас я вам покажу его фоторобот. Подозреваемый. У меня просьба ко всем предпринимателям. Вот это есть Романович, по-моему, Михаил Романович. Этот человек был реально настоящий фоторобот, и этот человек реально был причастен, он занимался арендой помещений. Потом в деле была подмена фотороботов, и Романович там исчез. Но Романович потом был, по-моему, в автокатастрофе убит в Греции. Погиб якобы. Так, теперь мы возвращаемся к Трепашкину. Я вам хотел просто показать это видео.
Рязанские события – это когда в Рязани агенты ФСБ были взяты местными правоохранительными органами, когда они подкладывали мешки с, вероятно, гексогеном, потом об этом говорилось, что это был сахар. Там эксперты местные сразу определили, что это взрывчатка. Они сразу определили. А потом уже появилась версия, когда ФСБ прибрали все к своим рукам, появилась версия, что там сахар. Но я хочу сказать, что в Москве было тоже аналогичное задержание. Именно этих свидетелей я хотел представить на суд по делу Шамхалова и Декушева, которые тоже подтвердили, что в Москве также было задержано при попытке подрыва дома с гексогеном группа лиц, которые оказались сотрудниками ФСБ. Да. К сожалению, Слышали? Я еще раз вам потом покажу. В другом видео он тоже об этом скажет. мало писалось, но ФСБ знали, что эти лица придут, сотрудники РОПа, они придут в суд и дадут показания. Поэтому за неделю до начала процесса и предприняли все меры, чтобы меня локализовать. То есть посадили под стражу, подкинули пистолет. После чего вы провели 4 с лишним года в заключении. Да, там одно обвинение менялось другим, только бы держать под стражей, пока не уйдет это как бы в историю, в забытие в определенное. Михаил, сообщается, что многие данные об этих взрывах по-прежнему засекречены. Вы можете нам что-нибудь конкретно сказать об этом? Абсолютно все засекречено, кроме приговора. И доступ туда нет, доступа к ним и невозможно, поэтому расследовать, пока не рассекретят, чтобы объективно все это, изложить. Михаил, а вы не можете мне ответить на один вопрос, который, может быть, на него и нету ответа? Можно ли себе представить, чтобы такая большая государственная машина, как спецслужбы, занималась такими зверскими терактами против мирного населения собственной страны, и чтобы никто в этих спецслужбах не оказался, хоть в какой-то минимальной степени нормальным человеком и не выдал эту страшную тайну обществу? Нет, общеизвестно, что в 1998 году была пресс-конференция сотрудников ФСБ Российской Федерации, которые как раз и указывали о том, что в системе создано спецподразделение по убийствам, по заказным и так далее. Если такое было создано, почему бы не было и подорвать здание? А там ведь было немало трупов. И сотрудники некоторые, которые решили все же искренне все рассказать, выступили на пресс-конференцию в 1998 году в ноябре. Однако потом, правда, поплатились за это. И практически все были уволены. В дальнейшем, как известно, Литвиненко, которого убили в Лондоне. Есть сотрудники, которые были противниками этого, но система такая существовала. Это уже факт доказуемый, он никем не опровергаемый. Михаил, есть ли при сегодняшнем состоянии российского общества, российского государства, есть ли какая-нибудь надежда на то, что данные этого дела рассекретят и позволят независимым судебным органам провести настоящее расследование об этих страшных событиях? Нет, сейчас такой возможности нет пока. Большое спасибо. На наши вопросы отвечал российский адвокат Михаил Трепашкин. Вот какая история. Давайте еще буквально 2-3 минутки вашего времени. Тоже тест Трепашкина. И очень интересно тоже он тут рассказывает. Я имел право представлять интересы Морозовой Татьяны Александровны как пострадавшей от взрывов домов в Москве в 1999 году в суде и других административных судебных инстанциях. Потом непонятно опять по делу изменения фоторобота. Почему? Вот, речь идет о фотороботе, который был поменен, вот этого Романовича. Все же это самое, такое резкое изменение. Первоначально ведь описывали же, наверное, не по показаниям одного человека, а нескольких. Снимал в аренду помещение. В 1995 году здесь, в Москве, была задержана группа радуевцев. Почему радуевцев? На момент, когда они задерживались, это известно не было. Я был сам участником этой операции. В то время еще служил в Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Значит, в Москве вырисовалась группа, в которую входили и полевые командиры, которые приезжали сюда отдыхать, приезжали сюда собирать финансовые средства, потому что версия либо информация о том, что основной источник все же терроризма был из-за рубежа, она, я считаю, не совсем
Ну, доказано. Да, были источники оттуда, но по имеющейся информации значительная часть средств поступала именно здесь вот из центра России, из Москвы прежде всего. Так вот в эту группу, которую ходил, был такой Романович Владимир Михайлович, и он занимался подбором помещений под аренду. И тут офисы по обналичке. Это от Кремля, от Красной площади, практически до Динамо, все было у них. Когда мы пытались здесь в Москве их искоренить, на их защиту стал нынешний директор ФСБ Патрушев Николай Платонович. Фамилия Патрушев. В 1995 году задержан Романович. Тот самый Романович, которого потом друзья Трипашкина, которые лично были знакомы, ну, коллеги, видимо, ФСБшники, которые сразу же опознали Романовича как агента ФСБ. Его еще в 1995 году прикрывал Патрушев, когда там занимались какими-то финансовыми моментами. Слушайте. Ковалев Николай Дмитриевич был там. Ковалев и Барсуков. Да, и Барсуков Михаил Иванович. То есть получается, что спецслужбы на том этапе не заинтересованы были в искоренении вот этих террористических групп, экстремистских групп в Москве. Все поняли? На том этапе были не заинтересованы. Они видели все, контролировали, своего агента туда внедрили и ничего не делали. Естественно, для чего? Можно только догадываться. Их растили на будущее. Их растили на будущее. Знаете, есть такое дело, вот этот Романович там и другие, кто когда-либо начинает связываться с ФСБ и начинает извлекать выгоду из них, да, причем нарушая закон и, ну, особенно вот в таких делах, государственных делах, таких очень серьезных делах, когда силы ваши несопоставимы. Одно дело, когда две спецслужбы против друг друга сражаются и у них равные возможности, то еще куда ни шло. Но когда ваши силы не равны и нету таких лидеров, как Джохар Дудаев, хотя тот период времени Джохар был, но внедряются. Но я не об этом. Я хочу рассказать один случай, одно такое дело. Это происходило на зонах, в российских тюрьмах это происходило. Так вот, в российских тюрьмах далеко в Сибири, когда зэки надумали бежать, практически не охранялись, они находились на лесоповале и 10 лет, и 15 лет, и 20 лет. Тогда давались сроки, и люди не возвращались, уходили и не возвращались оттуда, потому что погибали там. Физически выносить столько лет, холод, голод и тяжелый труд было людям невозможно. И очень часто бежали. Охранять их недостаточно было охранников, чтобы всех их контролировать и охранять. И побег совершить было легко. Но когда они совершали побег оттуда, им так далеко приходилось идти, что вся еда, которая у них накапливалась, которую они как-то могли собрать, которая у них имелась, ее не хватало на тот долгий период времени идти. Это могло занимать и месяц, и больше, да, идти по тайге, по этим лесам, по холодным местам. И было у них такое дело. Вот несколько зэков договариваются бежать, и они берут с собой теленочка. Взять теленка называется с собой. Берут с собой упитанного такого человека, которого они в дороге потом съедят. Когда они уже проголодаются, когда у них все будет плохо, они съедят этого теленочка. И ФСБ применяло именно такие методы. Оно вам сейчас позволяет что-то делать, оно до какой-то определенной стадии доводит ситуацию, а потом все это накрывается, и все в минусе, кроме учреждения. Вот приблизительно такие методы использовались и тогда, и я сейчас наблюдаю за некоторыми нашими людьми, которые то же самое, пытаясь, думая, что вот они извлекают какую-то пользу из них, они по факту получаются теленочками, особенно если они совершают преступления. Если они совершают преступления, то рано или поздно за них им придется заплатить. Да? Вот что может произойти. Так, давайте дальше послушаем Трипашкина.
Так вот, после взрыва, вот однозначно, вот те, кто знал Романовича, они указали, это он. Однако я удивился через несколько дней после того, как появляются уже данные, а на кого была оформлена непосредственно фирма Нагурьянова, на Николая Лайпанова. Ясно, что это был поддельный паспорт, как и везде не спорят. И смотрите, как здорово изменились сразу лица, которые были объявлены в розыск. Ни один из них не похож на тот, которого описывали в начале жители дома на улице Гурьянова. Я позвонил тогда в ФСБ, кстати, сказал, что вот этот человек очень похож на Романовича Владимира, потому что когда мы первую чеченскую группу брали в 1995 году, сказали, что Романовича не трогать, он якобы сотрудничает с ФСБ, поэтому его трогать нельзя. Он вскоре после взрыва погиб на Кипре. Его сбила машина. Вам вообще не страшно? Если вы будете настаивать и копать глубже, чем вы будете глубже копать, тем, значит, возникает, мне кажется, довольно-таки серьезная опасность даже для вашей жизни. Да нет, дело в том, что я считаю свое дело правым, я считаю свое дело чистым. Я довольно-таки со многими сотрудниками и ФСК, и ФСБ контактировал. Они знают, что я никогда никого не подводил, не предавал и так далее. Я честно делал свое дело, поэтому я здесь чувствую себя спокойно. Вот за эти слова, конечно же, можно его уважать, несмотря на то, что он из ФСБ. Так, давайте теперь послушаем небезызвестную Валерию Ильиничну Новодворскую, которую, по всей вероятности, тоже убили. Но давайте послушаем, что она говорит по поводу вот этих взрывов. Еще одна была в журнале печальная тема о взрывах домов. Печальный юбилей, да, на улице Гурьянова. Во-первых, с чего бы это вдруг? Чечня была де-факто независима, правда, без денег, правда, в общем, в экономической блокаде. Но почему надо было взрывать дома тогда, а не во время Первой Чеченской, казалось бы? Логика где? Искать повода для Второй Чеченской, так ведь это было совершенно невыгодно чеченцам. Это было выгодно совсем другим структурам. И если посмотреть, кто воспользовался взрывами домов, и почему началась Вторая Чеченская, и почему Путин стал президентом, и как полез вверх его рейтинг по воле совершенно растленного народа, который решил сплотиться вокруг своего просвещенного руководителя, обещавшего мочить всех в сортире. И если вспомнить объяснение, которое власть давала, безумное совершенно объяснение, когда их поймали с поличным в Ростове, в Рязани, вернее, в этом подвале с сахаром, то они все отрицали, что, мол, это клевета и фальсификация, то вдруг оказывалось, что это операция спецслужб, то потом выяснялось, что это была штука, что-то вроде учения и тревоги, а Селезнев, с чего бы это, перепутал город и улицу, и дом, зачитал не ту телеграмму в Государственной Думе. Откуда он мог знать, что через 3 дня взорвется и там? Есть косвенные доказательства, за которые, не отправляют на эшафот, но которых, в принципе, для истории достаточно. Косвенных доказательств достаточно, что дома взрывали наши спецслужбы. Это выяснится лет через 200, если, конечно, в России переменится власть. Даже на Западе они испугались этой идеей, что российская власть на это способна. Я встречала людей, которые не хотели верить, что и Аня Политковская, и Сергей Юшенков погибли, и даже Литвиненко, хотя здесь, по-моему, точно известно, погибли от славной чекистской руки. Потому что если это признать, как подавать руку, как включать 8, как дальше покупать этот газ и эту нефть, как с ними сотрудничать, идет война.
война власти против общества. А общество корчится от ужаса, сворачивается в клубок и не хочет отдать себе отчет. И не только плебс, там чернь, охлос, но ведь и политическая элита, даже оппозиционная, боится отдать себе в этом отчет. Потому что после этого в чем будет заключаться деятельность? Как сидеть тогда в общественной палате? Как работать в этой Медведевской комиссии? И я думаю, что вот тот номер, который мы сделали, способен просветить некоторые неразумные умы, которые все пытаются спрятаться за какую-то надежду, там, за веру, за надежду, за любовь. Но вот здесь, к сожалению, в основе лежит не София, то есть не мудрость, а трусость. Только трусость. Только трусость. Абсолютно так. Абсолютно. Абсолютно так. Вот, я думаю, за час как раз я уложился рассказать вам сегодняшнюю историю про взрывы домов. Представил вам немножко новой информации. Вы также знаете о том сейчас, о чем говорила сейчас Валерия Ильинична, ныне покойная, которая говорила про заявление Селезнева за 3 дня до взрыва в Волгодонске. Он предсказал этот взрыв невероятным образом. Жириновский за это его потом журил. Потом Жириновского назначили замом председателя Государственной Думы. И до 2011 или 2012 года он там так и просидел. Зато же заткнулся. Рушайло, министр внутренних дел, чье ведомство задержало ФСБшников в Рязани, и который заявил на съезде вот этих бандитов и террористов, которые, как оказалось, так называемые силовики оказались трусливыми шакалами до единого, только вот отдельные Трепашкины, отдельные там Щекочихины, только и они этим занимались. Армия, кстати, в Буйнакске был взорван дом 136-й мотострелковой дивизии, где погибли женщины и дети, военнослужащих, и военнослужащие там погибли. Армия тоже оказалась заячьей душой и не способной ни к чему. Вот эти все истории я и раньше вам рассказывал. И, конечно, я буду напоминать, чтобы чуть-чуть сбить спесь вот с этих разных ФСБшников, с разных там ГРУшников, которые возомнили себя какими-то там крутыми парнями. Нет, вы обычные трусливые ничтожества. По-другому вас никак не назовут. Вы трусы. Вы, которые обязаны были в соответствии с законом защищать этих людей, вы не только не защищаете, вы их убиваете. Вы палачи. Трусливые, причем палачи. Трусливые, потому что, когда ваших женщин, детей, армию, если взять, хотя вы кичились, что мы там русский мир, русский народ там и так далее, и так далее. Нет никакого русского народа. Есть отдельный, вот, огромное количество разных людей, которые проживают. Русские, они и даже расово отличаются. Кто-то есть монголоидной расы, кто-то есть европео-кавказиоидной расы среди русских. Это много людей, которые атомизированы, которые всего боятся. И вот как сейчас говорит Валерия Ильинична, даже элита политическая боится говорить об этом. Даже на Западе испугались. А Дэвид Саттер нам рассказал, известный американский писатель, публицист, советолог, русолог, нам рассказал, что он делал запрос в специальные службы США, и получил ответ, что да, они знали, что были какие-то странные с этими взрывами, что-то не в порядке. Поэтому и американцы об этом знали. Ну, как говорит Валерия Ильинична, и немцы об этом знают, и все прекрасно об этом знают. Ну, нужен газ, нефть. А если русские, они терпилы, политические русские, и этнические русские, и все остальные не терпилы, когда попробовали выйти из этой страны, убежать от них, хотя бы огородиться забором. Чеченцы, их утопили в крови. Просто убив своих же русских, утопили в крови тех, кто хотел от них убежать, не хотел жить в этом Мордоре, в этой стране убийцы, в тюрьме народов. Понимаете? То же самое сейчас происходит с Украиной.
То же самое абсолютно. Только лишь из-за того, что Украина, у Украины русские своровали их историю. И без этой истории, вот это лживое величие русской какой-то империи, без Украины, оно пшик, превращается в ничто. И для этого сейчас хотят просто утопить в крови украинцев. Но слава Богу, украинцы выстояли, стоят и будут стоять, и весь мир им в этом помогает. И сейчас трусливый Путин, трусливый просто, гнида конченая, она просто побоится сейчас полезть. Потому что американцы пригрозили: слышь ты, гнида, прищ с мягкого места, и рыпнешься, посадим на место. Сейчас Украине помогают и так далее. Но Украина выкарабкалась, вырвалась ценой 15 тысяч, потерей части территории, больших проблем внутри страны, и Россия от нее не отстанет, потому что большое количество агентуры. Пока осиновый кол не будет вбит в эту Лубянку и в этот Кремль, пока русские не поднимутся, пока не покажут они, что мы есть, и не будут говорить: это не мы, это наша власть. Так вот, моя власть, Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, я несу всю ответственность, как их и разделяю их победы, которые они совершали без моего участия, также я разделяю и их ошибки, и их возможные преступления. Я разделяю как гражданин и как избиратель этих людей. Тогда русским должно хватить духа хотя бы не говорить: это не мы, это власть, мы к этому отношения не имеем. Нет, это вы. Ваша армия пришла в наш дом. Ваша армия сжигала наших женщин, детей, стариков. Живых заживо сжигали, живых заживо закапывали. И многое ужасное творило, что в нашем мозгу даже не могло даже в самых кошмарных снах нам привидеться. Что нам это не могло представиться. Вот кто, с кем мы имеем дело. Да, среди вас есть, среди русских есть порядочный, я это 100 раз говорил, и еще 100 раз это скажу. Но вы несете ответственность. Вот я вчера заставлял себя смотреть форум «Паскудной России», который прошел в Москве, говорю, в Вильнюсе. И хотел об этом отдельно сделать ролик. Наверное, все-таки сделаю я этот ролик, потому что, ну, просто позорище просто. Позорище. И мы, чеченцы, Каспаров, Ходор, террористы и бандиты, да, Ходор. Каспаров просто мерзавец и фашист, имперец, который притворяется не имперцем. Мы, чеченцы, поставили крест на вашем форуме. Мы пришли туда и по нам оценили, кто вы такие. И вы можете сейчас там своими там связями, деньгами, красноречием, еще как-то что-то там, Невзлин, Ходорковский вас будет финансировать и так далее, и так далее. Так вот, это вам все не поможет. Вы ноль без палочки. Вы ноль. Да, там были некоторые порядочные люди. Особенно они были тогда, когда еще какое-то время мы считали это нормальным форумом, и мы туда приезжали и так далее. Но после того, как нас объявили персонами нон-грата, только лишь из-за того, что мы попросили: давайте обсудим чеченскую проблему. Все, нас объявили вне закона. Я приношу свои извинения, нужно ответить. Ва алейкум ассалам, Сатур Полнаш. Це прямой эфир, Оксуэн, стрим юкюч. Окей, давай. Извиняюсь, нужно было ответить. Так что вот такие вот дела. Поэтому не обижайтесь, русские, когда я говорю там русский там и так далее. Нет. Я, поверьте, про кадыровцев и чеченоговорящих говорю не больше, не меньше нелестных слов в их адрес. Но вы, как государство образующий, великий, там еще какой-то там супер-пупер народ, вы должны понимать, что вы и есть власть. Вы и есть в соответствии с вашим законом. А бездействие, оно
также иногда бывает преступно, как и преступное действие. Поэтому извините за правду, но вам ее придется слушать, пока есть интернет и YouTube, по крайней мере, как минимум. Так, давайте почитаем ваши комментарии. У нас еще минут 20 эфира. Так, смотрю. Аслан, Гуайон, можно вновь и вновь говорить об этом. Амзат, Амзат, знаешь, Амзат, я по-чеченски скажу, извините, раз сегодня стрим на русском, ну, анекдот такой, по-русски, может, не так звучит, в парикмахерской стрижется один, и это говорит, легларди, понимаете, гордый, айларди, так. دي مش مقول يا حمزة دي مش كل شهادة دائما دي вот смотрите, я очень много говорил, вот вы знаете, можете зайти, кто на этом канале, зайти в плейлист и посмотреть взрывы домов, там кровавый 99-й, вот у меня русский терроризм, вот у меня есть там разные, и там везде у меня есть вот все, что связано со взрывом домов, которые я говорил, там очень много уже этих видео набралось. И очень уже как бы много обсуждают. За все это время русские так со мной не вышли на связь, чтобы обсудить это, поговорить со мной на эту тему. Ну или хотя бы начать поддерживать. Но появились некоторые там а-ля оппозиционеры, которые где-то что-то там упомянули на эту тему. Так вот, я захожу и набираю взрывы домов, 99-й год и так далее. И YouTube выдает всех, кроме меня, который столько уже говорил про эти взрывы домов. Я там где-то в конце появляюсь. И то это какое-нибудь там новое видео, а про старые, которые у меня там в огромном количестве есть, их нет. Хотя все в тегах я указываю взрывы домов, там Каширка, там ФСБ взрывает Россию, все в тегах я как положено все делаю. Но мой канал где-то задвигается. И я то, что говорю про взрывы, это не рассказывается. Потому что только я говорю, как есть правду. Не как другие, да, некоторые в России находятся, их еще можно понять. Да, но есть у тех, кто и не в России, но они молчат вместо того, чтобы говорить. Ну, будем надеяться, появится какой-нибудь Трепашкин здесь в Европе, который смело будет говорить. Так, Аслан, Путин попал в свой же капкан. Ему и назад нельзя идти, и вперед у него духа не хватит. Он в полной... Теперь его замочат в сортире. Да, Алмула. Аслан, ты вот красавчик, ты как всегда прав. И теперь они застроили город, чтобы замести следы своих преступлений, но не восстанавливают заводы, фабрики и так далее, говорит леди. Да, именно так. Они нам строят мечети и спортзалы. Вот все, что нам нужно, чтобы нам заложить программу, какую им духовное управление мусульман спускает сверху вниз. Ну или же те, кто не подчиняется духовному управлению мусульман, они подчиняются а-ля Костецкие, там разные есть мерзавцы, которые сидят и рассказывают нам, как жить. И это салафитская форма. И вот так они разделили. Вот кто не идет в духовное управление мусульман, его мозг, он понимает, что это ФСБ, он идет отторжение у него от этого происходит. Да? Я лично попадался на это. И ты попадаешь вот этим ваххабитам, которые тоже обрабатывают тебя, но за ними везде обязательно стоит человек, который связан, опять же, с ФСБ. Вот, наш мозг занимается религией, все, нам никакие образовательные учреждения не нужны, у нас нет никаких, есть ЧГУ, который там еще что-то, и, никакого специалиста оттуда мы пока не видели, который вышел бы и сказал бы, что я получил достойное образование, или где-то котировался этот вуз. И спортзал физически, ты должен быть крепким, и идеологически, как при коммунизме, правильно настроен. Все. Вот все. Вот. И это будут те люди, которые будут
ездить воевать, куда им нужно, защищать Путина, умирать за Путина и так далее. Но они глубоко ошибаются. Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель. Дал-мулла. Никаких заводов, ничего нам не делается. Так. Альтайр, Аслан, вам нужен перевод видео на канале на английский. Как можно связаться? Альтайр, можно связаться по e-mail, который под каждым видео, у меня почти под каждым видео, которое загружаю, есть. Хамзат, шикарный эфир. Хамзат, ты уже как в этом, в джазе только девушки Багере, Стюарт, Далин Масл. И сам тебе уже мои эфиры уже любые нравятся. Ты уже не критикуешь, Хамзат. Так. Дицла, Аслан, дицла, оцнех, нярг. Игдаллалц, бехтлап элг. Еп эл кач баллалц. Дал мула алейча. Дал мула. По Жванецкому, правда в России приобрела столь замысловатые формы, что стала называться подлинной. Да, Жванецкий, конечно, мог выдать. Аслан снова прав, в религиозном направлении нам тоже не дают развиваться. Да, леди, не дают развиваться, не строятся заводы, не строятся фабрики. Сельское хозяйство полностью у КГБшников. Кадыровцы – это банда ФСБ, которая управляется, которая лично подчиняется Путину и администрации президента. Это его личная банда. И вот личная банда путинская кормится, точнее, животноводство, сельское хозяйство, все принадлежит им. Торговое что-то, рынки, базары, торговые центры, все принадлежит им. Ну и по мелочи все там, такси, ну, без чего нельзя просто вот в современном мире, что необходимо, связь там, и так далее, вот все, что мы сегодня видим, есть. Но нету заводов, никакого производства нет. Нам они как-то замутили, что сборка «Жигулей» семерка. Они в Тольятти уже в России никто не берет. В Москве вы вообще иномарку, российскую машину вообще не увидите. В России вообще не уважают. Да? На Сибири вы не увидите российские машины. Они уже сдох, завод все сдох. Нам типа собирать будем. И я помню тогда Ямадаев, типа он в кредит даже давал эти машины. Типа какая-то сборка там, что-то как-то. И будет кредит давать. Никто у этих мерзавцев, ямадаевцев в кредит ничего брать не хотел. Потому что себе дороже будет. Ну и тоже заглохла эта тема. Все, больше ничего нет. Какой-то цементный завод там строили. Ну, тоже, чтобы строить там дома, там для чего-то там было. Кинули людей на этом цементном. На миллионы долларов людей кинули. Люди делают работу, чтобы что-то заработать, да, там какие-то инвесторы. А потом они жалуются. У нас нет инвесторов, у нас нет того, нет всего. Но зато приглашаются китайцы для того, чтобы делиться опытом, как устраивать геноцид над уйгурами. Потому что хорошо геноцид. Их Патрушев, кстати, присылал, вот этих китайцев, которые вы в прошлый раз видели у меня тоже на стриме. Вот. И они занимаются разведкой, там, добычей нефти, там, еще каких-то полезных ископаемых. Короче, ресурсы выкачиваются Патрушевым, Путиным и ФСБ. Нам рассказывают, что какие-то нам даются, мы дотационный какой-то народ, республика, дотационный субъект, да, и у нас все там печально. И бедных русских мы объедаем, да, а на самом деле больше всего налогов собирает Чеченская республика в процентном соотношении. Никаких каникул, послаблений по газу. Даже за период войны, когда у нас в республике не действовало ничего, вообще все разрушено. Весь город в руинах лежал. Вся республика была обесточена, без газа была. И за этот период людей заставляют платить деньги. И потом говорят, вы задолжали.
Там сколько-то миллиардов вы уже задолжали, сидит Кадыров и вот этот Бутылкин. Вы задолжали туда-сюда. Ну, куда это задолжали? Задолжали за период, когда нас бомбили, и вся республика разъехалась, а город или республика была в руинах. Задолжали. Ничего хорошего мы не ждем от русских, от России. Никогда, потому что не было и никогда не будет. Можно со всей уверенностью об этом сказать. Никогда не было и никогда не будет. Нас будут использовать как солдат империи, и все. И будут пускаться в расход. А потом наши земли будут заселяться русскими. Но Бог все видит. И если бы это не было бы в руках Господа Бога, то, наверное, бы еще хуже было бы, да, в этом мире. Эти люди, я не знаю, если Бога они не боятся, чего им еще бояться. Русские сами вымирают. И не поедут русские заселять Чеченскую республику. И сейчас они поедут заселять ее в случае депортации чеченцев, когда уже все будет. Торговые центры, квартиры, дома. Сейчас они подготовят новый геноцид. Чеченцев оттуда выгонят, вырежут, убьют. И приедут русские заселятся. Да, видели картинку, там есть там, мемы такие есть. Да, в квартиру заходят. О, хорошо, что прежних соседей расстреляли. Какая хорошая квартира. Там, и так далее. Там 37-й год рассказывают. Ну вот так русские приедут. Так они приехали в Крым. В Крыму они все захватывали. Так они делали в Донбассе. Ну и так они делали везде, куда они только приходили. Так что если говорить правду, то правда очень плохая. Просто иногда ее не хочется говорить в лицо, не хочется обижать. Но правда она такая. Извините. Так, через 84 года некоторые даже не заметили, как оказались снова в 1937 году. Вот Бортников предложил расширить полномочия сотрудников ФСБ. Каждому на нас по личному соглядатаю из ФСБ. Да, Фриман антипутинизм. Путин по совокупности совершенных им террористических актов можно назвать террористом номер 1. Да, именно так. Мы задержались за газ, так как после Первой войны вечером на улице вместо уличных фонарей горел газ. Так они объясняли задолженность. Представьте. Фриман антипутинизм. Сегодня на фашистской оккупации оказались Чечня, часть Украины, часть Грузии, часть Молдовы, а теперь и вся Россия. Фриман антипутинизм. Фараму. Мы не должны позволить использовать свой народ в интересах империи зла. Абсолютно верно. Именно этим мы и занимаемся. Фриман антипутинизм. Сегодня под фашистской, не ведая стыда, не имея совести, не имея воспитания, выросшие в подворотне, каждый наглый, злопамятный, можно еще продолжать, лицо России. Да, именно так. Аслан, да поможет тебе Аллах, ичкери. Амин, амин, дейре исхуй. Дейлу оцег вайнкина вастам вац, вайваш воушенца дана вастам. А в Чечне есть нефть или ее мало и не рентабельно добывать, говорит Альтаир. Но нам рассказывают сказки, что она уже закончилась, ее не рентабельно добывать и так далее. Но почему-то китайцы приезжали, и Кадыров, от Патрушева приезжали китайцы. Сперва они для опыта, набраться опыта, как устраивать геноцид над уйгурами. И как раз в 2016 году был страшный репрессивный аппарат включен в Китае против уйгуров. И потом они в 2017 году приезжали, видимо, как инвесторы, готовы вкладываться и так далее. А я так думаю, китайцы очень практичные товарищи, что они не поехали бы туда, где им невыгодно вкладываться деньги. И вот китайцы сейчас разведывают нефть, добывают, ищут. И через, видимо, Роснефть, потому что монополистом по добыче является путинская Роснефть. И все уходит в Москву. Роснефть, как известно, зарегистрирована тоже в Москве. И налоги платят в Москве. И чеченская нефть, которая мимо чеченцев проходит,
вот за эту нефть Роснефть платит налоги столько, сколько 10 бюджетов, только налогов. 10 бюджетов Чеченской Республики, которые выделяются. И потом говорят, а российский бюджет устроен именно так. Сперва все туда собирается, и потом уже оттуда, куда хотят, они распределяют. Это такая удобная коррупционная схема, да, чтобы чиновники в Москве сразу же свою долю получали до того, как они выделят. И из республик, там, краев и областей сидят просители с протянутой рукой, и чиновники говорят, ну, сколько ты мне заплатишь. Ну, например, возьмем того же Степашина, который возглавляет, является врагом чеченского народа, врагом русского народа, и является страшным просто коррупционером и казнокрадом, который возглавлял или возглавляет до сих пор счетную палату. Он потом делает аудит, и с этого тоже имеет там свой бонус. И вот так все это делается. А Чеченской Республике, которая собирает налоги, отправляет, все идет тут в казну, в российскую, и потом с барского плеча, а Роснефть не в Чечне зарегистрирована, а в Москве, это вообще чеченцы, вообще это не касается чеченцев, Чеченской Республики. Это все проходит мимо. Из барского плеча там говорят, ну вот вам миллиард. Из этого миллиарда там треть сразу же остается в Москве, еще там 10% воруют Кадыров и его окружение, и остальное там уже вытягивая, дотягивая, там раздается, и уже на местах тоже идет коррупция, и мертвые души приписаны, чеченцы после тяжелейшей войны, сейчас записаны там 1 600 000, типа, чтобы потерь не так много, и так далее. Мертвые души просто приписываются, мертвые души, чтобы на этих людей выдавать деньги. Ну, зато кормятся свои эти солдаты, ну, вот эти свои чеченоговорящие, которые под-русски, и вот содержится своя армия. Сегодня, кстати, опять показали ролик, как они проводят там учения, как у них сборы, сейчас они там и так далее, там 20 террористов зашло в Грозный, оккупированные, типа они их там сейчас окружили, там и так далее. Спектакль. Показывать, что вот они сильные и так далее. Но это лучше, что хотя бы они нас не убивают. Хотя бы, по крайней мере, они нас не убивают. Пускай они нам показывают эти спектакли, как они нам делают. Я, наоборот, только успеваю скачивать видео, делать скриншоты, чтобы всех зафиксировать. Так что в случае даже моей гибели будет большой архив, даже если они удалят это все из этого ютуба, это все будет сохранено. Но я надеюсь, у нас есть еще какие-то люди, кто это тоже кроме меня сохраняет, чтобы не только на меня рассчитывали, потому что мало ли только у меня будет. Вот, убивать перестали, когда Игоря Хвостикова перевели в Татарстан. Ну, зато там произошел сразу террористический акт. То есть у ФСБ оккупированной Чеченской Республики Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ, занимался вот именно повышением своего благосостояния, звездочного, должностного положения, зарабатывал себе звезды на погоны. И в 2017 году, вы об этом тоже, мои зрители, многие знаете, в 2017 году около 100 человек в начале 2017 года были казнены под разными там случаями. Одна из последних казней была убийство в Наурском районе 6 молодых человек, которым обвинили Али Бакаева, который сейчас скрывается в Украине и которого в любой момент могут украинские власти передать России, обвиняя его в каком-то там терроризме, исламизме, каратизме там, и так далее. Человек, которого убили отца и мать, и который в это время вообще не находился на территории ни фашистской России, ни временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, где-то в перелетах в самолете был. Есть все доказательства, печати там, ну его обвиняют там как организатор шел, так как они не смогли его поймать, он буквально за день успел выскочить и выехать, имел на руках загранпаспорт. Товарищи, которые имели загранпаспорт, один из товарищей его тоже имел загранпаспорт, он не смог выехать, потому что у двоих его родных братьев не оказалось паспорта. А их предупредили, что вас могут сейчас поймать, а это время их мочили просто, вот одного за одним.
чеченскую молодежь, там, 92-й год, 95-й год, 93-й год, вот, дети тех отцов, которые погибли. Отец, мать у этого Али Бакаева погибли. Сейчас Украина тоже к нему относится вот так. Наша родная, любимая Украина относится. Но сейчас мы волну поднимаем потихонечку. Народ начал реагировать. Очень надеюсь, что все обойдется. Посмотрим. Так, у нас есть еще несколько секунд. Так. ФСБ России не только взрывали спящих граждан в своих домах, но и бесконечно грабят и унижают народы России. Абсолютно так. Путин взрывать дома нехорошо, говорит Аслан Лорс. Да, Аслан, им до. Многие россияне могут не любить и критиковать Путина, но вместе с тем радоваться на замерении Чечни, в которой убита треть народа, 42 тысячи из которых являются детьми, 5-я часть пропущена через пытки. Именно так, Фриман Антипутинец, именно так. Как можно винить чеченцев, украинцев, грузин, балтийцев, кавказцев в общем, если такое дело, если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве, говорит Тургенев, сообщает нам Джохар Дудаев. Так, Аслан, нравится тебе или нет, но ты, леди, халмахит, леди, я надеюсь, ты это говоришь искренне, но это одно из оружий, которое применяется. Поэтому я буду банить, что халмахит, просто методюс, мадийцара, духевик. Мегардуй, та дашубалари, ба адарон. Антеш, мадийциш. Ичкерия, скоро мы поедем, Ичкерия, и дай Аллах нам доехать живыми, мы должны наши земли обнимать. Да, Алмула, Ичкерия, да, Шикуят. США, Америка. Асан, как ты думаешь, русские гордятся тем, что 2 раза в кавычках победили чеченцев? Это их самая любимая тема. Когда они собираются, выпивают, где-то собираются, и если они знают, что нету рядом чеченца, это самая любимая тема, которая есть. И я иногда пару раз, наверное, становился свидетелем таких разговоров. Конечно, это у них такая моральная планка. Бедный, безоружный народ они уничтожили, это у них моральная планка. Да ладно, это далеко отсюда. Да, они жестоко ошибаются. Никого они не победили и никогда не победят нас. Убить можно любого, даже убивать не надо. Человек и так умрет, даже если его не убивать. Но покорить, сломить, никогда в жизни этого не будет. Никогда. Одного можно, 10 можно, 100 можно. Народ вы не сломаете. И есть опасность, что они нас именно захотят истребить. Но проблема в другом. Теперь у них. Нас треть здесь находится. Здесь мы уже недосягаемы. Даже если они убьют нас всех там, да, ты махаешь доля. Даже в таком случае здесь треть находимся. Мы уже не проиграли. Мы никогда не потеряемся и не исчезнем. Аллах милостив к нам. С таким злом сражаться и остаться. Это невероятно. Мы выйдем из этого сильнее, да, Алмула. Да, дается секундж, даю лечь Аслан, сила йойла хан секундж, сила йойла. Так, Аслан, все будет хорошо, все будет Ичкерия. Да, следи, Алла асхазабани тирон сухал махитла, асбогон, альчкичуна Алла итахтуна ген доле из деш дats
Дигарду азбанту варем. Ну ладно. Бог. Так. Народ, у вас тоже не показывает, сколько людей с тем. Да, может... У меня, знаете, что, кстати говоря, пока заканчиваю, хочу сказать. Я пишу комментарий, он несколько раз появляется у меня. Пишу комментарий, он у меня исчезает. Сейчас идет стрим и показывает там определенное количество людей. Потом раз и упали они. Было 190, стало там 100 с чем-то. 109, что ли. В 2 раза почти. Потом резко опять поднялось. Опять там уже за 200 потом появилось. Ну, глючит, потому что, видимо, кто-то тут что-то мутит. Наверное, так. Поэтому, друзья, свою информацию про себя, пожалуйста, сохраняйте. Ваша безопасность в ваших руках. Пожалуйста. Ларлулаш. Так, ничего не закончилось, все только начинается. История никогда не заканчивается, Фараму. И она и этим хороша. И придет время, мы постучимся в каждую дверь. В каждую дверь. А если это преступное существо уже будет лежать в могиле, мы постучимся к их детям и скажем: верните все награбленное, пожалуйста. Это вашими отцами награблено. А награблено Путиным, Патрушевым и другими огромное количество всего. И нам очень много работы. И мы должны это делать четко, как положено. И мы сделаем это. Делмула, цаши куёч. Мы куем здесь свои кадры. У нас много проблем благодаря России, которая разделяет нас, которая вербует, провоцирует, лжет. И у нас есть слабые некоторые товарищи, которые ведутся на это. Но растет новое поколение. И я верю, Делмула. Все будет Ичкерия. На этом наш стрим заканчивается. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете.